Это передача «Актуальное интервью» и с вами Туяра Константинова. Сегодня гости нашей студии Влад Топалов и Михаил Югай. Добрый день. Добрый день. Михаил, добрый день. Добрый, Туяра. Сегодня мы говорим об управлении здоровьем. Как мы относимся вообще к здоровью? Для меня это вообще новый, абсолютно новый термин. И я хочу сказать, что большинство из нас к здоровью относится примерно так. Не болит, значит хорошо. Если заболит, то мы побежим к доктору. И сегодня с нашими гостями мы постараемся ответить на вопрос, зачем и для чего нужны системы управления здоровьем. И первый вопрос, Влад, к вам. Вы творческий человек, и вы, как никто другой, знаете цену успеха. То есть любой успех имеет обратную медаль. Безусловно, конечно. Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые задумались, что вот здоровье как ресурс, он требует навыков управления? Вы очень правильно сказали в приветствии, что мы думаем относимся к здоровью примерно так. Пока не болит, не думаем. Так вот, у меня так и случилось. Заболело, в кавычках, и я задумался о здоровье в целом. После 30, как опять же, это не банально, но все говорили, что после 30 начнется. Я никогда не понимал, что вроде прекрасно себя чувствую, отлично все. И после 30 примерно я начал замечать, что качество жизни в целом зависит от состояния здоровья. И я говорю сейчас даже не совсем про какие-то конкретные болячки или заболевания, а просто твое КПД, оно сильно зависит от твоего образа жизни. Так как у меня много работы, и она связана непосредственно так или иначе с физическим трудом и с эмоциональной нагрузкой, с ней очень сложно справляться, если ты хорошо не следишь за своим здоровьем. У меня была очень яркая и бурная молодость, к счастью, к сожалению, уже не важно, уже как есть. И, безусловно, мой организм требует постоянного, как я это называю, ТО, чтобы я функционировал на своем максимуме. Я много думаю, занимаюсь своим здоровьем, я не курю, я редко очень употребляю алкогольные напитки. И в последнее время я стал правильно питаться. И опять же, я стал правильно питаться не чтобы похудеть, а именно чтобы хорошо себя чувствовать. Потому что у меня маленький ребенок, который требует очень много внимания и очень много сил и нервов, соответственно. Поэтому приходится себя беречь и заниматься своим здоровьем. Я очень рад, что я начал относиться к этому последние буквально, сколько ребенку, столько и я начал заниматься здоровьем, почти 3 года. Я посмотрел на здоровье как раз не через призму, сейчас бы похудеть или сейчас бы быстрее выздороветь, а просто что мне нужно делать, чтобы я прекрасно себя чувствовал, и чтобы мне хватало нервов и здоровья и на работу, на жену, и на ребенка. Эти 3 аспекта нужно было как-то объединить. И у меня это, слава богу, потихонечку получается. Влад, к каким выводам вы пришли? Что вы для себя открыли, может быть, как раз в части управления здоровьем? Любое, как мне кажется, управление здоровьем человека после 30 начинается с физического. Да, то есть это питание, спорт, высыпание. Когда ты более или менее понимаешь, как это работает, ты начинаешь думать так: все хорошо, но настроение по-прежнему плохое. Надо думать о мыслях. О мыслях и о состоянии души. Это уже некая следующая, мне кажется, ступень, когда ты начинаешь уже и мысли свои приводить в порядок. Это сильно сложно, и я, наверное, еще пока на нулевом уровне, но я точно понимаю, что без этого просто правильно питаться и ходить в спортивный зал или заниматься спортом мало. Нужно думать о состоянии души, о состоянии и о своих мыслях. Это очень долгий путь. Михаил уже на более высоком уровне, он лучше расскажет про эти аспекты. А я пока учусь и просто внимательно наблюдаю за людьми, которые в этом преуспели получше. Михаил, вы, наверное, как ученый, да, человек, который занимается изучением, исследованием здравоохранения, вы, наверное, можете нам с Владом сейчас подсказать вообще, откуда появилась идея управления здоровьем? Очень простой ответ. Идея управления здоровьем появилась, потому что появилась мода. Быть здоровым и красивым. Вопрос, почему появилась мода?
Моя версия заключается в том, что мода появилась, потому что современная жизнь предлагает человеку очень много возможностей. Очень много возможностей путешествовать. Вот не все они легкие. Пойти в горы нужна физическая форма. Кататься на горных лыжах нужна физическая форма. Плавать нужна физическая форма. Или маленький пример. Я был считал 50 стран мира. Я объездил, а всего их около 200. То есть мне осталось еще 150, а я все хочу посмотреть. Еще 150 стран мне нужно посетить. Сейчас, соответственно, Хорошая для цель. того, чтобы мне посетить 150 стран, мне нужно достаточно зарабатывать. Вот. Ну, или делать так, чтобы меня приглашали. Вот. И для того, и для другого я должен делать какую-то хорошую работу. Да? Вот. Ну, собственно говоря, я не могу это сделать, не имея здоровья. Вот, наверное, такой короткий ответ, я так думаю. А как же вот Влад задумался и, в принципе, взял в свое управление? Ну, мы же сравниваем управление здоровьем как управлением автомобилем. И как же этому научиться? С чего начать? Вопрос вам обоим. Ну, я со своей дилетантской позиции скажу, что в первую очередь как-то не больно, нужно просто захотеть. А захотеть этого нужно, почувствовав в этом потребность. Я захотел, когда я почувствовал потребность, когда я понял, что мой прежний образ жизни уже не дает мне того результата, который я жду от жизни, который мне требуется. И это в моем случае триггером был, конечно же, ребенок, который требует очень много внимания, стресса, эмоций и всего остального. Я начал просто изучать, читать, общаться, слышать, слушать, спрашивать. Какие-то вещи инстинктивно мы понимаем сами. Я нашел правильного нутрициолога, который мне рассказал другой подход к питанию. Раньше подход был к питанию какой? Что нужно питать, как нужно есть, чтобы похудеть. Вот. А в какой-то момент ты понимаешь, что уже дело не в похудении, а в качестве жизни. И вот как-то так вот по крупицам я сам собираю информацию. Михаил? Ира, ну, вы сами сказали слово «автомобиль». Как вы думаете, сколько деталей имеет современный автомобиль? Влад, как думаешь? Ну, много, там 20 тысяч, 30 тысяч. 30 тысяч, в точку. 30 тысяч. Я бы не Да. догадалась. Значит, и мы понимаем, у нас у многих есть автомобили, и мы их любим. Мы их любим, вот, и мы понимаем, что это очень сложное устройство, мы о них заботимся, мы едем на сервис, мы их чистим, как-то там ухаживаем за ними, потому что мы их любим, потому что они нам дают комфорт, они нам дают статус, они нам дают свободу, свободу передвижения. И дальше мы можем сравнить себя с автомобилем. Человек. Мы все учили в школе биологию, мы помним. Мы изучали работу клетки. Одна клетка – это уже достаточно сложная структура. Там есть ядро, митохондрии, органеллы разные, то есть это живой организм. Мы все состоим в организме человека 100 триллионов клеток. Это не просто 100 триллионов отдельных клеток. Они должны быть обеспечены, они должны действовать все вместе, они должны составлять один организм и действовать, в общем, на самом деле, в комплексе. Как это достигается? Значит, это достигается, первое, у нас в организме есть 75 километров нервов. Длина кровеносных сосудов взрослого человека 100 тысяч километров. Да ладно? Моими кровеносными сосудами 100 тысяч километров. Моими кровеносными сосудами можно 2,5 раза, извиняюсь, обернуть земной шар. Это обеспечивается, вот такая тонкая регуляция обеспечивается работой мозга. Значит, в нашем мозгу происходит 100 тысяч химических реакций за 1 секунду. Я к чему говорю? Потому что человек – это не порядок, а это невозможно более сложный организм, чем автомобиль. И это нужно понять, вот это нужно принять, и как это не любить? То есть мы действительно чудо природы. Чудо природы, мы должны так относиться, что просто носить себя на руках, как хрустальную вазу, понимая, какое мы чудо, и это чудо, конечно, нужно беречь всеми силами. Дальше понятно, что такой сложный организм, много есть способов за ним ухаживать и к нему бережно относиться. Влад сказал, наверное, основные. Это вода и еда. Это, из чего мы состоим. Мы на 60% состоим из воды. Это чем мы дышим. И это важнейшая вещь, чем мы думаем.
Вот это, наверное, основные блоки, но сейчас в интернете тонны просто информации на эту тему. Вот нужно просто этим заинтересоваться, сфокусироваться, и каждый там найдет то, что нужно ему. Да, вода, питание, воздух и мысли, да? Да, четыре столпа. На самом деле, это, мне кажется, бесконечная тема, которую мы сегодня затронули. Но в любом случае мы должны сейчас подвести некоторое резюме. Возможно, у вас будут пожелания нашим телезрителям, которые заинтересовались темой управления здоровьем. В общем, ваши пожелания жителям Якутии. Пожелание беречь свое здоровье, беречь своих близких. И когда-то так или иначе придется об этом задуматься. Поэтому, конечно, хочется пожелать всем, особенно представителям молодежи, подросткового поколения, чтобы они задумались об этом чуть раньше, чем мы. Потому что вам строить следующий мир, вы следующее поколение, и мир зависит от вас, вы от него, поэтому берегите себя и своих близких. Это самое важное, что вообще существует в мире. Дети и близкие. Вера, у меня такое пожелание, что недавно вышла стратегия развития здравоохранения Якутии. Я немножко представляю себе ландшафт в России. Я считаю, что это самая прогрессивная стратегия, которая есть сегодня на вот этой территории, в России. Я желаю быстро построить эту модель. Ее можно быстро построить. Якутское население, вот, поедев в Якутию, я посмотрел, оно абсолютно к этому готово. Я желаю, чтобы Якутия стала законодателем моды. Помните, вот была такая история, там, Париж, Милан, Нью-Йорк. Да? Вот, как в мире вот этой вот материальной моды. Да? Вот. Эта мода на здоровье, она гораздо интереснее, важнее и продуктивнее. Поэтому, вот, понятно, будет несколько городов. Вот города решили, что они будут столицами мира в мире фэшн. Я желаю, чтобы Якутия стала столицей мира в мире управления здоровьем. Вот, и когда-то она тоже вошла, вот, будет там 3-4-5 столиц мира, чтобы Якутия была в числе столиц мира в моде управления здоровьем. Замечательно. Влад, Михаил, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо вам большое, что Спасибо, позвали. Туяра. Спасибо.